Всем привет! Сегодня у нас 13 февраля, день якутского языка. Всех поздравляю с этим знаменательным днем, всех якутян и всех, кто причастен нашему языку. Наконец-то у нас на улице уже тепло, дело идет к весне. В этом году очень холодно было, рекорды били, морозы до минус 58, 60 и так далее, по разным местам, разные температуры. И 2 месяца буквально солнца не видали, был постоянный туман. И наконец-то у нас сейчас идет к весне. У нас сегодня в обзоре посылка из Германии. Это отправил мне мой друг Сакен Утибаев из, забыл из какого-то города Германии. Но это не только мне отправил, он, получается, здесь у него друзей много, с кем общается. И я должен им тоже отсюда дать подарок. Кстати, насчет последнего видео, Наталья Алексеевна, наша землячка, благополучно нашла своих родственников и уже общается, собирается к ним ехать сюда. Но я рекомендовал ехать летом, во время нашего национального праздника СЭХ, поэтому вот звонила, консультировалась. И вот думает, когда там граница откроется и так далее, вот эти моменты уже начинает думать. После этого видео ко мне вышел один мой земляк, тоже старший ага, тоже искал своего сослуживца из Шымкента, отправил мне по WhatsApp свои данные своего друга. Я написал ребятам из Шымкента, Сагандыку, написал. И они очень быстро его нашли, и они опять сейчас, тоже сейчас общаются, вот эти ребята, которые вместе служили. И сейчас уже не ребята, старые люди, получается, в Советском Союзе служили. После этого наши земляки, наша землячка одна из Якутска тоже написала, что ищет свою родственницу в Алмате. И благодаря нашим землякам, которые живут в Алмате, ее тоже нашли. И сейчас, надеюсь, тоже общаются. И вот одного человека не можем найти. Это Журдыбаев Арал Мамырбекович из Усть-Каменогорска. Служил в 78 и 80-х годах в Литовской ССР. Город Кидайнян. Военная часть 22 711. Его ищет Федотов Корнил Гаврилевич из Нюрбинского района. Говорит, вот хочу найти своего друга, говорит. И я написал ребятам из Усть-Каменогорска, но пока никаких вестей нет, поэтому, может, кто знает, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp, и я отправлю номер Корнила Гаврилевича. Надеюсь, что он найдется. Так, вот, кстати, в тот раз я ножи... В тот раз я показывал ножи, видео снимал, и его сразу же разобрали, все отправил, вот сейчас тоже закупил. И один из них я отправлю, кстати, в Германию, Сакену. Он тоже интересовался ножом, и я ему отправлю, наверное, завтра или послезавтра, поеду на почту. Сакен у нас тоже блогер, у него есть YouTube канал, он в этом году, получается, по Казахстану кочевал на коне и тоже снимал видео и выкладывал в своем канале. Я, кстати, ссылку на его канал здесь оставлю, посмотрите. Снимает, рассказывает, у него там собака, конь, в общем, втроем они по Южному Казахстану кочевали этим летом. И надеюсь, в следующий раз, когда он соберется, он возьмет наш нож саха и пойдет тоже кочевать по Казахстану. Вот такая посылка, получается, из Германии. Вот шоколады вот такие, очень много, мне кажется. Я должен разделить их на 8 частей, равных частей, и отправить одну посылку в Вилюйск, в город Вилюйск, остальные, по-моему, в Якутске. По идее, тут они как бы были, по идее, разделены. Но на почту их, видите, как все разэтовали. Тоже плитки шоколад. Мы сейчас с детьми займемся и будем его сортировать как подарок, детский подарок, чтобы всем было
равный грамм. И этот поштучно было. Смотрите, германские сладости. Вот такие у нас друзья, теперь даже из Европы отправляют такие сладости. В тот раз мы, получается, получили посылку из Казахстана, из Нур-Султана или из Астаны. Кстати, многие меня поправляют, кто-то говорит Нур-Султан, кто-то говорит Астана, а я буду говорить из Нур-Султана и с Астаны, сразу, чтобы никого не обидеть, скажу два названия этого города. И я тоже его снимал, выкладывал тоже на канал, очень много просмотров получило то видео. Еще раз Ахмед Мейерману за ту посылку. Ну вот так, друзья, у нас сегодня вот такой короткий выпуск. Сейчас я их разделю по пакетам ровно и буду развозить и говорить, что это от Сакена. Вот так. Ну а кому надо ножи, можете тоже написать. Ну, тут тоже рабочие ножи. И очень интересно тут оформлено, получается, из конского хвоста. Вот ремешок. Поэтому очень даже эстетично и национально смотрится, мне кажется. Ну все. Всех благ, всем желаю счастья, добра, чтобы все у вас было хорошо и лучше всех. Бабушар бахтал ехкелер. Ага, Айхал Кровола.